Тема сегодняшняя, она вытекает из следующего, что если ты хочешь расти в своей вере, если ты хочешь через 30, 40, 50 лет оставаться в Боге, чтобы у тебя все было хорошо, самая важная вещь, которая нужна, у тебя должно быть хорошее основание. У тебя должен быть прочный фундамент, здравый фундамент. Если твой фундамент, он не прочный, он не здравый, жизнь, она еще не таких ломала. Знаете, потому что проблемы, они будут. И твоя вера, она может рухнуть. И это то, о чем говорил Павел в послании к Тимофею. Давайте мы прочитаем. Это основное место Писания на сегодня. Второе послание Тимофею, 3 глава. С 14 по 17 стих. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Итак, что Павел он здесь говорит? Что ты знаешь священные писания. Это что? Это Библия, да? Это Писание. И это есть твое основание. И ты знаешь, что ты можешь доверять этому основанию, что оно прочное. Почему? Потому что оно исходит от самого Бога. Вы понимаете? Творец всего на этой земле, Он дал это слово. Куда прочнее это? Библия – это не просто книга. Это Божья книга, это Божье Слово. Богодухновенно, как здесь написано, да, то, что мы прочитали. Что это означает? Это означает, что нет такой другой книги, как Библия. Библия, которую ты можешь держать в своих руках, которой у тебя есть доступ. Богодухновение, Бог вдохнул в нее жизнь. Она сама по себе живая. Я хочу на этом месте более подробно остановиться. Вы помните историю Адама, вообще сотворение человека на земле? Что происходило? Прежде чем Адам, он стал живым человеком, прежде чем он ожил. Давайте мы посмотрим. Книга Бытие, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живую». Бог вдунул в него жизнь. Просто он его слепил из праха, непонятно из чего, из того, что было, из того и слепил, да? Но ключевая вещь, он дыхание дал жизни, да? И вы знаете, здесь Бог, Он дал свое слово, которое до нас дошло, да, вот в виде Библии, и Он вдохнул жизнь в это слово, богодухновенно, так же оно. Люди были вдохновляемы Богом, когда они писали это. Что это означает? Это означает, что это слово, оно живое, в прямом смысле, и у него есть сила. И когда мы читаем его, оно касается нас, оно формирует нас, формирует наше сознание и дает нам жизнь, потому что это живое слово. Давайте мы посмотрим Евреям 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Просто хотел воды попить и выключил.
Давайте мы еще посмотрим на Исайя, 55 глава, 10-11 стих. «Как дождь и снег не сходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, из Божьих, вы понимаете, да? Оно не возвращается ко мне, то есть к Богу тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Бог говорит, что словом, которое Он дал, которое Он послал, оно совершает, производит действие, то, которое угодно Богу. Вы понимаете, что я пытаюсь сказать? Это не просто текст. Это не просто, знаете, как вот, например, у индусов. У них мантры, да? И ты повторяешь что-то, повторяешь, и от повторения там что-то должно произойти. Вообще не так все. Но это слово от великого Творца, в которое Он вдохнул жизнь, в котором заключается истина, и которое живое. И давайте я сейчас еще один пример приведу, чтобы пояснить. Есть такой человек, переводчик, был вернее, он переводил Новый Завет на английский язык. То есть вы понимаете, что много переводов существует. Один из людей, который осуществлял перевод. Фамилия Филлипс нам, может быть, ни о чем не говорит, но многие ценят его вариант именно перевода, потому что говорят, что многие вещи, они как бы расширенные такие показались, как бы очень удачно сделал, до сих пор его хвалят, его версию именно перевода. И вы знаете, у него были вот такие мысли, цитаты, когда он говорил о той работе, которую делал. Еще раз, это переводчик Нового Завета, да? И он говорит: «Хотя я прилагал максимум усилий, чтобы эмоционально отстраниться от текста», то есть от Библии, которую он переводил, да? «Снова и снова я обнаруживал, что текст, который я держал в руках, странным образом оживал. Он говорил в мою ситуацию самым сверхъестественным образом». Когда ты читаешь Библию, когда ты читаешь Слово Божие, Бог сверхъестественным образом, через, может быть, описание каких-то событий, которые были тогда, 2000 лет назад, Он может говорить в твою ситуацию, и ты получаешь какое-то откровение. Что мне делать, как мне действовать? Ты получаешь ободрение через это, либо получаешь волшебный пинок к действию. У всех по-разному. Самое удивительное, что люди могут читать одно и то же место Писания и получать разные откровения. Слово Бога, оно живое. Есть сверхъестественная связь. Вы знаете, Дух, Он как-то ведет, и Он открывает, и Он что-то делает. И на самом деле, вот откровенно, очень часто, когда люди, они задаются какими-то вопросами, приходят к нам. Вот знаете, вот ко мне бывает, люди приходят и что-то спрашивают. И я не могу всего знать. Я не оракл какой-то, там, знаете, оракул. Да, есть связь с Богом, но нужно какое-то время. Я не получаю ответы сразу. И очень часто, когда я там говорю что-то, там, просто из житейской мудрости, иногда, знаете, не надо много ума, там, чтобы ответить человеку, да? Но очень часто, когда нет ответа, самое правильное это просто взять и говорить что-то, то, что говорит Библия на эту ситуацию. То, что Бог, Он говорит. Не надо ничего выдумывать. Если ты можешь это найти. И когда ты говоришь слова из Библии, странным образом человек получает обличение, человек получает указание к действию, и то же самое это, касается всех присутствующих в зале. То, что мы можем делать. Не надо мудрствовать. Нужно взять и просто можно цитировать Писание. Вы знаете, что даже сатана, он не мог справиться с той силой, которая есть в Божьем Слове. Вы помните историю, когда Иисус, Он
Он принял крещение от Иоанна Крестителя. После этого что? Дух его повел в пустыню. И он постился 40 дней. 40 дней человек не ел, не пил, ну или не знаю, пил, не пил. Не говорится, ну пост был в общем. И пришел к нему сатана и начал его искушать. И говорил ему всякие вещи, да, там, помните. Причем, сейчас до меня такая, знаете, тоже мысль. Вы помните, как он же не просто так ему говорил, он же места Писания ему цитировал. Он говорит, подойди к краю, там самая высокая точка храма, бросься вниз. Написано же, что ангелы тебя подхватят, понесут. А вы помните, что Иисус ему говорил? Как он ему отвечал? Он ему не говорил, что я тебе говорю, сатана, я тебе там запрещаю, я тебе там это. А что он ему говорил? Написано. Господу Богу одному поклоняйся, только Ему одному служи. Но вся ключевая вещь, он, да, цитировал Писание, но всегда говорил, написано так-то, написано то-то. И он никогда не говорил там, ну, здесь, что я тебе говорю, я тебе там запрещаю, отойди от меня там. Он ему просто говорил, написано то-то и то-то. И если вот это вот заявление Иисуса, оно смогло защитить его, вы знаете, сатана, он ушел, он ничего не смог сделать. Как ты думаешь, для тебя это будет работать или нет? Почему нам важно знать Писание? Когда приходит искушение, когда кто-то тебе там дует в ухо, что идет вразрез со здравым учением. Важно знать Писание, чтобы ты мог сказать, написано то-то и то-то. Не надо мне здесь ля-ля. То же самое, если всякие лжепророки приходят и говорят тебе именем Господа. Я говорю, что у тебя будет то-то и то-то. Но я тебе скажу, ты тоже духовный человек. И ты можешь различать внутри, от Бога это или нет. Ну и вообще, как несправедливое проклятие, оно не сбудется, незаслуженное. Вернее, в Библии так написано. Так, знаете, и пророчество можно также судить. Ну, если человек пророчествует, а что-то оно как-то... Но суть в чем? Может быть, ты не понимаешь всю силу, которая заключена в Слове Божьем. Может быть, я уверен, я до конца не понимаю этого. Не-не-не, вот этого делать не надо. Можно убрать ребенка? Девочка, покормите кто-нибудь ребенка. Там внизу есть еда. Итак, еще раз. Может быть, ты не понимаешь всю силу, которая заключена в Слове Божьем, в Библии. Но вы знаете, как вот есть такое выражение, что незнание закона не освобождает от ответственности. То же самое с силой Божьей. Может быть, ты не знаешь, что она там есть, но она там есть. Знаешь ты об этом, не знаешь. Она действует. И Павел, он еще дальше ведет, еще на один шаг. То, что мы читали, второе послание Тимофею, 3 глава. Давайте мы еще раз посмотрим. 16 и 17 стих, он здесь что говорит? Он говорит, что Библия, она показывает вообще нам, что хорошо, а что плохо. Это основа, это фундамент нашей морали. Шестнадцатый стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я как-то приводил такой пример, помните, взрослый человек, уже мужчина, он вспоминал, как когда-то в детстве они приехали к бабушке, какой-то праздник был, там, может быть, Рождество, Новый год, и бабушка подарила ему большую коробку пазлов. И, то есть, ну, не просто там, где там 4 пазлика, да, а большая коробка. То есть, когда там тысячи, да, там сотни, тысячи бывает, тысячи вот этих вот вырезанных вот таких зигзагом.
как их называть, квадратиками не назовешь, ну, все поняли. Пазлы, ну, хитрые какие. Я пытался геометрическую форму придумать. Ну да, пазелки. И суть в чем? Бабушка ему подарила, он довольный взял, но бабушка, она такая, знаете, ну, коробка очень большая. Ну, что нужно сделать с этой коробкой? Понятно, ее нужно выкинуть. И бабушка выбрасывает эту коробку, и она совсем не знает, что на крышке там нарисовано то, что вообще нужно собирать. И когда она ему подарила этот пакет, понимаете, у парня вообще никакого представления, ну, что же делать? Он говорит, я пытался, я сидел, но вы представьте, просто когда ты по каким-то цветам, которые совпадают, по форме вот этого, и ты пытаешься что-то собрать, но он понятия не имел, собирает ли он какой-то пейзаж, или это какое-то здание красивое, или это машина спортивная, или, может быть, животное изображение. По интуиции что-то пытался там и складывал. Без картинки, которая показывает тебе, как ты должен сложить свою жизнь, ты вот так и будешь, как слепой котенок, интуитивно что-то делать. Но Библия – это вот эта большая картинка на коробке. Как тебе нужно складывать этот пазл? Еще раз, Библия – это та картинка, которую мы что делаем? Мы ее повторяем, мы ее складываем. Это образ, это образец для подражания, да? Что мы делаем вообще? К чему я это говорю? Вы знаете, когда ты читаешь Писание, когда ты читаешь Библию, у тебя не должно возникать мыслей, соглашаюсь я с этим или не соглашаюсь. Потому что это образец. Если тебе начинает приходить, не, вот здесь мне нравится, а здесь мне не нравится. Вы понимаете, да? Есть такие моменты, которые человек может не понимать. Да? Я вам сейчас такой пример тоже расскажу. В одной церкви я с пастором разговаривал. Я не знаю, какой там конфликт был с несколькими людьми в прославлении. И он им сказал, что не будете вообще участвовать в прославлении, петь не будете, пока Библию от корки до корки не прочитаете. И они так серьезно это восприняли, начали читать, там на год составили план. И знаете, потом он говорит, что ко мне один человек подходит и говорит, слушай, я чем больше читаю, тем больше у меня, говорит, какое-то негодование появлялось. Мне вообще не нравилось то, что я читал, особенно в Ветхом Завете. И потом, говорит, начало доходить до меня, что я хочу, чтобы там был Бог, который был бы похож на меня. Чтобы Он там был описан. Чтобы мы могли согласиться, чтобы это попадало, то, что Он говорит, в мои представления о жизни, в мои ценности в какие-то. Потому что, говорит, то, что я там читал, это совсем не было похоже на того Бога, которому я бы хотел поклоняться и которого я бы хотел прославлять. Но вы знаете, потом только до него дошло, что Бог, Он призывает людей, чтобы они были похожи на Него, а не наоборот. Нам нужен Бог, который может менять наши жизни. Вы понимаете? Нам не нужен Бог, который будет подражать нас. Люди, они разные, они постоянно у них то одно в голове, то другое. Библия, она постоянно говорит, что у нас есть выбор. Мы можем выбрать слушать людей и их мудрость, или мы можем выбрать слушать Его. Вы помните, я как-то приводил пример в проповеди про хоккеиста, который играет в Северной Америке, в НХЛ, Иван Проворов. Когда вот там как раз такой скандал был вообще, когда он отказался выходить на тренировку в радужном свитере, да, который поддерживал ЛГБТ. И вы помните, да, эту, кто не помнит, там такая вот история была, что у него интервью взяли просто и попытались вот это все раздуть. Он сказал, что
ну, я уважаю выбор людей, но вы уважаете мой. Как бы я не могу пойти на компромисс со своей совестью, со своей верой, он сказал. Он говорит, а какая ваша вера? Он говорит, русская православная. И там на него всех собак спустили. То есть, может быть, этот эпизод прошел бы, ну, незамеченным, если бы в каждом утюге, в каждом телевизоре, каждая радиостанция, весь интернет был забит этим. Но вы знаете, он потом сдвинул все это. И как бы это было удивительно, потому что, когда я проповедовал, мы привели этот пример, и я не знал. И там проповедь, по-моему, была «Стоять твердо». Вот он стоял на своих убеждениях и так далее. Но применительно к сегодняшней теме, человек выбрал слушать то, что написано в Слове Божьем, а не то, что говорят люди, и говорят, ну, да нормально это теперь. Меня дети иногда спрашивали, ты что, гомофоб? Да я вообще не гомофоб. То есть, как бы, вы знаете, Бог, Он любит всех людей, и даже их. Знаете, Бог ненавидит грех. И мы к этому также призваны, понимаете, люди, они все разные. И я больше скажу, знаете, для Бога вот там, ну вот этот грех, если, например, гомосексуальность, он ничем не отличим от всех других грехов, если ты сквернословишь, например. Ну, я не знаю, есть там какая-то градация. Грех, он есть грех. Вы понимаете? У нас просто это такое, ну, восприятие может быть. Давайте мы посмотрим Псалом 1, с 1 по 3 стих, еще раз. Мы можем выбрать, что мы слушаем людей, а мы можем выбрать, что мы слушаем Бога. Как мы его можем слушать? Он написал что-то нам, Он оставил, и Он вдохнул туда жизнь. Итак, Псалом Давида. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его помышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет». Тут немножко уже даже 3 можно было не читать, но в контексте вы понимаете, да? Ты можешь выбрать слушать людей, и в какой-то мере, наверное, по мирским понятиям, может быть, твоя жизнь, она будет там успешной или еще что-то по мирским. Не знаю, будет у тебя удовлетворение, нет. Но если ты выберешь размышлять над Словом Божьим, читать его, назидаться от него, то будешь как дерево, которое растет, и у него и солнца достаточно, и воды достаточно, и нет у него, чтобы там ему помешало, да, и он плод приносит. Что это означает? Дерево какой плод приносит? Когда у него вообще все хорошо, да? Есть результат какой-то в жизни. Вы знаете, Иисус сказал, что мы должны быть очень внимательны к тому, что Он говорил. Давайте мы прочитаем Матфея 7 глава, 26-27 стих. «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Еще раз. У тебя есть выбор. Кого слушать? Но я тебе скажу, что, знаете, люди поумнее тебя и меня жили и будут жить. И они ошибались и будут ошибаться. Потому что человеку это свойственно. Более того, я хочу тебе сказать, что мы сейчас говорим про фундамент, про основание для всей жизни, да? Но ты знаешь, что фундамент может разрушаться тоже. Его могут подтачивать какие-то воды, может что-то происходить. Я к тому, что это не, знаете, не вот я когда-то, там, 30 лет назад заложил фундамент, а потом там строю, что хочу в своей жизни, и все будет хорошо. Не. Может привести к тому, что сам фундамент, он разрушится. Он постоянно нуждается в том, чтобы за ним следили.
за его состоянием, чтобы все было хорошо. Вы понимаете, к чему я? Я вот хочу вам привести такой пример, не знаю, опять про Америку, потому что, ну, знаете, что государство, оно само было в основании, когда государство было основано. Многие отцы-основатели, они были верующими, были взяты христианские принципы библейские. И страна, она отошла вообще от всего от этого. Ну, где-то остались, там все сложно, я не хочу сильно углубляться в это, разные штаты, там каждое, везде свое правительство. Но, вы знаете, у них на купюрах, на денежных написано «In God we trust». Это означает, что мы уповаем на Бога. Когда-то мы уповаем на Бога, когда-то была утренняя молитва в каждой школе в обязательном порядке. Сейчас запрещено вообще говорить про это. Не то, что молитвы нет. Ну и так далее, и так далее. Знаете, отменяет вообще все. И, знаете, вот такой пример сейчас просто, это как прообраз такой. В Америке есть такой университет Гарвард. Я не знаю, кто-то слышал про это или нет, но особенное учебное заведение. И совсем недавно там был скандал. И чтобы вы понимали, я хочу пояснить, чтобы вы понимали, это не просто какое-то учебное заведение. Это частный университет, который, собственно, кует элиту страны. У нас, я не знаю, МГИМО, как-то, у нас все-таки не было такого, вот Советский Союз. Знаете, вообще в Америке там есть вот такая так называемая Лига Плюща, куда входит 7 частных университетов, самые престижные в стране. И чтобы туда попасть, у них там есть, да, и статистика, я вот смотрел, там 82% очень состоятельные, и, соответственно, 18% как бы, как малоимущие они их называют, да. Там они какие-то выделяют стипендии. Обучение стоит просто немеренных денег, очень дорого. Но при всем при этом, знаете, сначала был скандал несколько лет назад, когда люди попались на коррупции. Потому что, даже если у тебя очень много денег, ты не можешь туда попасть. Тебе нужно рекомендательное письмо. Хорошо, если это кто-то из тех, кто закончил, из уважаемых людей в стране там, и так далее. И голливудские звезды, они там платили миллионные взятки для того, чтобы пропихнуть своих детей, например, в частности, туда. Это был первый скандал. Потом, вот в этом году уже, 2 января, по-моему, президент университета, она подала в отставку. Там женщина президентом стала, черная, все как полагается. В прошлом году первый раз в истории. И вот, в общем, ее обвинили в плагиате. Плагиат, то есть она в своих научных трудах заимствовала чьи-то умные мысли без ссылки, да, то есть выдавала за свои, и там больше половины работ, которые были опубликованы, вот это дело нашлось. Все вообще заварилось из-за того, что ее обвинили в антисемитизме, в связи с тем, что вся вот эта вот ситуация была, но я даже касаться этого не буду, иначе я вообще не закончу. Но, чтобы вы понимали, вот смотрите, в Стэнфорде, знаете, я вам перечислю тех людей, которые закончили Стэнфорд, например, из известных нам. Это Марк Цукерберг, например, основатель Фейсбука, да? Билл Гейтс, основатель Microsoft. Поэтому, когда тебе рассказывают сказки про то, что да, все нормально, можно в гараже компьютер собрать и потом куда-то, я вам скажу, что простые люди в Стэнфорде не учатся. Барак Обама, президент, его жена Мишель. Кто еще? Джордж Буш-старший, это тоже президент. Джордж Буш-младший, это тоже президент. Джон Кеннеди, которого убили, тоже президент. И если туда дальше, я даже не знаю таких фамилий. Там, в смысле, 2-й президент, 6-й президент, еще там куча всего. Помимо этого, там всякие генеральные прокуроры, судьи Верховного суда и так далее. То есть, вы понимаете, это там, где куется элита. В прямом смысле. Это там, где ты, если ты закончил, ты выходишь, у тебя все связи на всю жизнь. Понимаете, это больше даже не то, что у тебя будет какая-то позиция, но ты всегда можешь взять трубку и позвонить своему корефану, с которым ты на вечеринках тусил.
который сейчас занимает большую должность, и он за тебя все порешает. То есть, вы понимаете, и вот там вот такое вот происходит, все с ног на голову. Это всегда было такое, как идеал такой, знаете, сияющий, на который все смотрели, приводили в пример. И тут такое, то одно, то там коррупция, то потом вот сейчас это в отставку подала, потому что плагиатом занималась. И вы знаете, самая интересная вещь, я нашел это у двух проповедников даже. Они приводили такой пример, который я хочу привести. Я взял, проверил, не поленился, поискал, нашел, действительно правда. Вы знаете, что Гарвард, он был основан как не библейская школа, они как-то по-другому называются, но как духовное учебное заведение конкретно для подготовки проповедников, пасторов в 1636 году. И изначально герб у них, он до сих пор очень похож, но он немножко отличается. Знаете, там такой щит, на нем изображены 3 книги. 2 книги, они раскрыты и направлены к зрителям, да? А одна книга снизу, она была перевернута и стояла обложкой к зрителям. И это символизировало то, что знание у человека, оно ограничено, и нам нужно откровение Божие. И девиз, который был написан там, на латыни был «Veritas Christa et Ecclesia». Это истина ради Христа и церкви. Потом я смотрел, там следующая школа, которая появилась, медицинская. Потом организовали, потому что сначала это вообще был просто духовный колледж, так скажем, да, для подготовки проповедников. Потом медицинская школа, потом теологическая школа. Потом добавились инженерные, законы и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас это вот такой вот университет, старейший. Это самый первый, да, который был основан. Но вы знаете, со временем, буквально какое-то время прошло немного, что поменялось? На гербе вот эта книга, которая была закрыта, она вот так, она развернулась также обратно. Теперь там 3 книги, которые открыты, и они символизируют то, что человеку все возможно. Знание человека, оно безгранично. Ты можешь постичь все. И девиз, помните, который был «Истина ради Христа и Церкви», там осталось одно единственное слово – истина. И сейчас эта истина, я не знаю, наверное, человеческая. Когда все книги не открыты, мы постигаем истину человеческую. Я не говорю, что вот прямо все, но знаете, можно проследить. Закладывалось все, основывалось как на Слове Божьем. Но потом они отошли от этого, отвернулись, и может быть, да не может быть, а точно, по крайней мере, часть вот тех проблем, которые сейчас происходят и в этом университете, и в стране, они связаны с тем, что люди, они отвернулись от Слова Божьего. Вы понимаете? И более того, это прообраз вообще всей страны. Я могу посмотреть на это, знаете, таким образом, потому что, культура в широком смысле, которая там есть, она в упадке. Когда ты начинаешь игнорировать истину Божию, то, что написано, знаете, я не могу понять этого, как образованные люди, внимание, с медицинским образованием, они не могут дать определение, кто такая женщина. В прямом смысле. Они рассуждают о том, что нет, мужчина может забеременеть. Еще раз, люди с медицинским образованием не смеют в угоду политическим каким-то веяниям, которые есть в стране. Хочется спросить, вы серьезно вообще? Но это уже просто за гранью добра и зла. Это, знаете, это идиотия какая-то. Вы же учились чему-то. Как можно вообще рассуждать о том, что мужчина, который назвал себя женщиной, он может соревноваться вместе с женщинами? Это нормально вообще? Как можно? Да женщина, она даже в шахматы играет только с женщинами. Без всяких знаете, да потому что они по-другому устроены. Оно и нафиг им не надо. Простите за мой французский.
Это мужчина, знаете, у него тестостерон зашкаливает, ему надо что-то там побеждать, ходить, вот что-то делать и так далее. Женщина для другого создана. Я вот смотрю сейчас, вот в том числе у них из-за этого проблемы. Вы знаете, почему у них вот всевозможные образы в компьютерных играх, вот женщины, они популярны, какие-то там красивые и так далее? Ну, потому что мужчины, они реально страдают, что у них нет того идеала, того примера, который создал Бог. Потому что женщины, они эмансипированы, да нельзя. Они одеваются как мужчины, ведут себя как мужчины. Помогать им не надо, это им не надо. Но мужчина-то он создан для того, чтобы заботиться о ком-то. У него эта потребность физическая, он должен что-то решать. Он должен идти где-то биться и что-то делать. И если вы их этого лишаете, все с ног на голову становится, вы понимаете? И просто это в основе всего этого лежит то, что они потеряли вот этот моральный компас. Он сбился. Они уже не смотрят то, что написано в Библии, но мудрствуют и сами выводят какие-то идеалы. Они сами решают, что есть хорошо, что есть плохо. Вот нет, мы теперь будем у нас мультикультурализм. Я бы назвал это идиотизм. Вы понимаете, да, о чем я? И в отличие от этого, знаете, также в Америке было вот исследование буквально несколько лет назад. Смотрели на то, взяли, то есть две группы людей. Одна группа минимум 4 раза в день читает Библию, изучает Писание. Другая не делает этого. И вы знаете, что, они назвали это правило 4. То есть 4 раза в неделю всего лишь. 4 каких-то дня. Ни по времени, никак там не это. Но вы знаете, поразительные результаты. Те, кто читали 4 раза в неделю, 4 дня в неделю, может быть, по 5 минут, по 10 минут, по 15 минут, на 228% чаще делились своей верой с другими. На 400% лучше запоминали Писание. На 60% реже там впадали в какие-то видимые там грехи, например, да. На 30% меньше страдали от одиночества. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, другими словами, вы знаете, Библия, она формирует вот наша мораль, наш взгляд на жизнь, что хорошо, что плохо, и дает силу. Все, что требуется, 4 раза в неделю. Почитать. Вы знаете, я не хотел этого, может быть, касаться, но все равно коснусь. Сейчас тенденция такая, что даже и читать-то знаете, можно ютубчик включить, и какой-нибудь дядька мне что-нибудь расскажет. Или тетенька, которая уже сама там что-то почитала, у нее есть какая-то интерпретация. В какой-то мере мы обленились. Зачем там как-то, не хочется, там, да, удобно же, я там что-нибудь делаю, там, на кухне, там, нарезаю, включила и там слушаю. Но я не против проповедников вообще. Мы сами транслируем, да. Но суть в чем? Это не может заменить твоего ежедневного чтения. И вот проблема с трансляциями, я вот что вижу, что это подменяет часто. Знаете, люди думают, что если я кого-то слушаю, чьи-то выводы, то это, сойдет. Я там уделил время Господу. Но еще раз, слово, оно живо для каждого человека. И в твою ситуацию, в твою жизнь тебе нужно получать самому. Никто тебе не расскажет ничего. Более того, я вам скажу, вы знаете, интернет это великая вещь, YouTube. Если ты хочешь починить что-то и там узнать, например, вот я тут смотрю, как запаять какие-то провода, и ты понятия не имеешь. Главное
правильно забить запрос в поиск. И тебе расскажут и про провода, и про паяние, и как раковину починить, и как колеса поменять на машине и так далее, и так далее. В этом плане вообще здорово. Но вы понимаете, что доступ имеют вообще все. У нас старшее поколение, оно привыкло, что, знаете, если кто-то говорит с телевизора, с экрана, то это какой-то авторитет. Надо его послушать. А если поставить классную камеру, чтобы картинка была идеальная, сделать классный свет, если у человека поставлен голос, то к нему просто уже, знаете, уши развесим, хлопаем в ладоши. Раньше, при всем при этом, была цензура. К телевизору допускали людей, которые действительно что-то знали. Или им готовили тексты, на которые они там что-то вещали. Сейчас, как есть куча полезной информации, так и куча мусора просто. Просто мусор. Либо какие-то, знаете, просто поток сознания. Человек несет что ему в голову приходит, и он распространяет это по всему миру можно. Весь вопрос только, если тебя порекомендовали. Поэтому я призываю вас к гигиене духовной в этом смысле. У тебя, помните, у меня такая проповедь тоже была, я там приводил пример, как про искусственный горизонт в самолетах. И это также Слово Божие, первое. Чтобы понимать, если там кто-то тебе несет чепуху какую-то, как ты можешь это оценить? У тебя Слово есть. Если это согласуется со Словом, тогда да. С внутренним твоим каким-то восприятием. Но нужно быть аккуратными просто в этом плане. Еще раз, у нас нет такой привычки, мы никого не запрещаем вообще. Это твоя личная жизнь. И духовная жизнь личная, и физическая личная. И никто тебе не сможет ничего запретить. Я могу тебе сказать, что тебе не стоит. Но в конечном итоге это твое решение. Еще раз, я не против всех трансляций. Есть признанные лидеры, так скажем, в духовной сфере. У нас сейчас, вы знаете, «Благая весть Москва», они получили лицензию на вещание, и я не знаю, они в тестовом режиме они вещают в интернете. Вы можете забить, телевидение «Благая весть Москва». Я как-то хотел сделать как ролик, и вы знаете, на Новый год у них была передача. У нас как-то, они в 12 часов они подготовились вместо «Голубого огонька», чтобы не смотреть это все. То, что там по телевизору, да, там были разные люди, и тоже и было и музыка, и прославление, и была проповедь, и, было круто. Я так думаю. Я перемотал. Если это напишите, я попробую найти, я могу ссылку, например, дать. Отправлял? Тем более, я уже отправлял. Но я верю, что там, знаете, у нас в Союзе есть духовный совет в РосХВЕ, который фильтрует определенные течения, учения, и который также может направлять пасторов, если их куда-то заносит не туда. Могут пожурить и сказать, что твои слова не расходятся с Писанием. Потому что Бог, Он не может сам себе противоречить. Он не может давать человеку откровения, которые противоречат Его Слову. Вы понимаете? Итак, с этим все, я не буду больше распространяться на этом. Да. Просто быть аккуратным в этом плане. Ничто не может заменить твоего личного чтения. Поэтому я побуждаю вас, если хоть кто-нибудь после сегодняшнего собрания начнет хотя бы дважды в неделю. Вы знаете, на самом деле это вообще не сложно. Если кто-то учил языки или вообще занимался каким-либо действием, которое чему-то ты хочешь научиться, я тебе скажу, самая полезная штука – это регулярно, каждый день. 15 минут в день изучения языков – это в 1000 раз круче, чем целиком все воскресенье с утра до вечера сидеть и учить. Не надо таких жертв, все легко и непринужденно, и ум он настроен так, что он учит. То же самое с Библией. Если ты возьмешь за привычку, просто, например, у нас Библия всегда под рукой сейчас.
в телефоне, в электронном каком-то девайсе. Ты сел, ты просто утром, кто-то заваривает кофе. Сделай себе привычку просто взять, прочитать пару стихов. Я тебя убеждаю, уверяю, что это прямо отразится на твоей жизни. Это хорошая привычка. И если ты будешь это делать каждый день, то вообще круто. Знаете, еще одна вещь, которая последняя, то, что я хочу сказать. Нам нужно строить свое основание, свой фундамент жизни на Писании, потому что тем самым мы закладываем основание, уверенность в нас о нашем спасении. Давайте я вам прочитаю то, что мы читали из Тимофея тоже, да? 14-15 стих, то местописание, которое мы читали. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты и с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Вот те священные писания, то есть Библия, те места Писания, это основание для нашего спасения. Библия, Писание, оно умудряет нас, оно делает нас мудрыми, способными через нашу веру в Иисуса Христа получить спасение. Поэтому он говорит: Тимофей, я тебя увещеваю, ободряю тебя. Вот то, чему тебя научили, ты же знаешь, кто тебя научил, что это было здраво. Ты же уверовал в это. Продолжай. Обновляй свой фундамент. Смотри за ним, чтобы ничто его не размыло. Чтобы он не развалился. И чтобы жизнь твоя, она не покосилась куда-нибудь. Потому что если ты потеряешь этот фундамент, который заложен в Писании, как основание для твоей морали, для твоей жизни, результат будет печальный. Посмотрите на Америку. Потому что можно, зная когда-то и получив это, и строя на правильном основании, как вот здесь, знаете, потерять это, эту мудрость. Большая трагедия будет в жизни. Вы знаете, я могу сказать, что, может быть, все вы знаете какого-то человека, какие-то примеры, когда человек, он упал на дно в социальной жизни. Ну, например, спился или наркоман. Знаете, у нас много церквей, где есть репцентра, и многие пастора в этих церквях, они бывшие наркоманы и алкоголики. И это просто ярчайший пример, как Слово Божие, оно меняет жизнь людей. Потому что если посмотреть, я вот когда разговаривал с кем-то, потому что, я не падал так низко, на самое-самое дно. Но когда человек, он там побывал, многие из них говорят: да я бы никогда не подумал, что у меня будет семья, что у меня будет жена, что у меня будут дети. Ну, потому что вся моя жизнь, она, все говорила, конец был понятен и ясен, куда я шел. Но жизнь их преобразилась, обзавелись семьями, служат. Другая жизнь. Но вы знаете, когда человек так низко падал, есть такое выражение, вот, знаете, что бывших наркоманов не бывает. Но с Христом бывают. Но вы знаете, кто-то еще говорит, он либо колется, либо молится. Знаете почему? Потому что, это зависимость на физическом уровне. И если ты ежедневно не обновляешь вот этот фундамент, если ты ежедневно не имеешь общения и ты не утверждаешься в этом, то так легко обратно уйти, вы понимаете? Вот почему, знаете, вот многие психологи, сейчас вообще общество, оно поменяло отношение, в том числе и медицинское сообщество, вот на христианские репцентра, потому что они видят, в приватных беседах люди говорят, что вот просто психология с наркоманами, она не работает.
Он получает освобождение лишь на время, до очередной какого-то события, которое как триггер опять его затянет обратно. Но христианские репцентра, они работают, потому что человек получает освобождение не на время, а навсегда. Но есть нюанс тоже. Ты должен быть постоянно в Слове. Помните, как этот такой пример, что когда Иисус, Он изгонял бесов из несчастного, когда там туча вышла, и Он ему сказал: смотри, да, блюди свой дом в чистоте, потому что иначе вернутся, посмотрят, чисто, прибрано, все хорошо, и еще с собой остальных друзей позовут. Что хуже будет? Но что я хочу сказать, подведя итог. Мы должны смотреть за своим основанием, смотреть, чтобы оно не разрушалось, и ежедневно о нем заботиться и созидать. И никто другой не сможет это сделать за тебя. Ты не сможешь ехать на чужом горбу. Это твоя ответственность. И твоя ответственность за свою собственную жизнь, за личную. Никто, ни мама, ни папа, ни пастор, ни друзья, которые за тебя молятся, они не несут ответственность. Но человек, он сам принимает решение. И ты можешь выбрать слушать людей или слушать Слово Божие.